Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы погадаем с вами на замечательную тему «Вещий ли это сон?». Мы посмотрим с вами 4 позиции. Вы будете загадывать свои сны, которые вы подозреваете вещими. И мы будем проверять, а вещий это сон или не вещий. Итак, гадать я буду на Таро «Свет души». Это очень интересная колода, мне она очень нравится. Вещий ли это сон? И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, первая позиция у нас будет вот такой замечательный родохразит. Вторая позиция будет флюоритовая пирамидка. Третья позиция – яблоко из полосатого оникса. И четвертая позиция у нас будет черепашка из тигрового глаза. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код, а мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я отставляю в сторону. Вещий ли это сон, который вы здесь загадали? Итак, первая позиция, наш родохразит. Давайте посмотрим. Ага, рыцарь кубков. Ну, рыцарь кубков, он, вы знаете, он, правда, очень сильно связан с самим по себе провидением, с ясновидением, с яснознанием. Единственное, добавляет эмоций. Вот вы знаете, вот есть такой момент здесь. Может быть, это сон, конечно, про мужчину на коне, да, ну, шутка, просто про мужчину. Но сам факт, что вот если эмоции убрать, то сон, конечно, вещи. Вот мужчина, женщина, видите, как идет? Мужчина, женщина. Еще мужчина, война, драка, ссора с мужчиной. Вот смотрите, что предвещает этот вещий сон, да? Все-таки он вещий. Здесь карты это показали. Тут как бы мужчина и женщина, они общаются, у них какие-то отношения. Но есть еще один мужчина, который вмешается в эти отношения, и будет очень сильный конфликт. Вообще сон предвещает именно конфликт, если честно. Возможно, любовный конфликт, но именно с мужчиной из-за отношений. Карты показывают здесь, что эмоционально вы очень сильно вовлечены в диагностику этого сна, в сам этот сон. То есть вот в этом-то вся проблема, конечно. Что если бы не ваши эмоции, а эмоции здесь очень сильно участвуют, да, они перегибают вообще линию сна, потому что если бы вы не были так сильно связаны, допустим, с тем, чтобы там растрактовать этот сон, было бы проще. Вот смотреть на него надо гораздо проще, не вовлекаясь вообще никак эмоционально. Вы тогда поймете, что все гораздо здесь, ну, прозаичнее, что ли. Сон ведет к конфликту, но конфликт можно предотвратить, если ни в какие отношения не вмешивать какого-то мужчину и не давать ему вмешиваться. Вообще это могут быть и рабочие, конечно, отношения. Но тогда одному сотруднику нельзя вмешиваться в отношения с другим сотрудником или с начальником, ваши, естественно. Почему вас задевает сон? Потому что вам страшно от него. Вы как будто бы чего-то боитесь. То есть сон предсказывает немножечко не то, о чем вы якобы догадываетесь. И в этом, наверное, самая большая проблема. Потому что если бы вы, допустим, взяли и растрактовали сон правильно, вам бы и нечего было так сильно нагнетать обстановку и бояться. А вы именно чуть-чуть неправильно растрактовали сон. Вы именно постарались сделать его гораздо грустнее, такой роковой сон в своем воображении. Вы его раздули.
Вот, он был вещий, действительно он был вещий, он предсказывал, но совсем немножечко вот не то, что вы себе вообразили. Ну, допустим, вам показалось, что это вещий сон о смерти, а тут не о смерти, а о конфликте. Вот, допустим, вам показалось, что сон предвещает, ну, если что-то хорошее, то опять же раздуто, да, потому что оно хорошее случится, но омрачится мужчиной. Понимаете как? Если вам кажется, что сон предвещает рождение, рождение действительно произойдет, но опять же идет какой-то конфликт с мужчиной из-за этого рождения. Как бы вмешивается человек, да, который против, допустим, этого рождения, начинает что-то критиковать, говорить, оскорблять. Вот. Поэтому здесь омрачается хорошее и смягчается самое плохое. Если вы там подумали, что это сон к болезни, нет, сон не к болезни, сон именно к конфликту. Болезненный конфликт может случиться из-за отношений. Как бы, допустим, двое мужчин делят женщину. Бывает наоборот, две женщины делят мужчину. Но тут как-то ясно сказано именно про двух мужчин, делящих женщину. Ну вот такой ответ вам дали карты Таро на первый вариант, да, первый сон. Ну давайте посмотрим второй вещий сон. Насколько вещий этот сон, да, сразу же будем определять. А вещий ли это сон? Флюоритовая пирамидка. И первая карта у нас красивая с глазами, да. Ну, у нас здесь умеренность, конечно. Умеренность, карта такая. Она показывает вещие сны, впрямую, какие они есть, но долго сбывающиеся. Чаще всего показано то, что оно и есть, вот как оно и есть. Но у каждого из нас есть ангел-хранитель, который может предвещать, допустим, плохие вещи. Если вы вдруг подумали, что во сне увидели плохое предзнаменование, то ангел умеренности сдержит его. Но опять же, это тогда правдивый сон, действительно может такое случиться. Однако умеренность тут же и гарантирует, что высшие силы постараются вас защитить и остановить процесс. Если вы что-то хорошее увидели, вот как оно есть во сне, так, скорее всего, примерно и будет. Да, умеренность, конечно, это вещи сны с оттягом сбывания. То есть, когда человек позже получает результат от этого сна. Ну да, тут у нас десятка пентаклей, десятка кубков, восьмерка кубков, четверка кубков, отшельник. Из семьи может уйти мужчина куда-то в сторону или человек в одиночество. Вот судя по этому сну, но ангел-хранитель может это предотвратить и защитить. Как бы человек уходит из семьи и коллектива, может быть. Ну, допустим, берет начальник, уходит из коллектива. Сотрудник уходит из коллектива, увольняется. Допустим, вам снится, что кто-то уволится. Ну, правда, может. Если это не касается безопасности, ангел умеренности, он тогда и не будет ничего предотвращать, да? Он будет просто наблюдать, но чтобы лишь бы вам это не поперек пошло. Ну, однако карты не показали плохого, они показали именно уход. Уход, переход из состояния коллективного в одиночество. Может, это вообще уход с работы, начало своего бизнеса, да? Тоже вариант, смотря что приснилось. Обычно считаются вещими снами любые сны, которые выглядели слишком реалистично. Ну, то есть настолько реалистично, что вы даже поверить не можете, что это вообще было во сне, а не наяву, да? Ну, или часто такие знаки какие-то во сне, которые, ну, думаешь, ну, ничего себе, какой знак я увидел, там, это точно к чему-то, это точно к чему-то, и, ну, действительно. Ну, вот здесь как бы как знак, и обстановка-то как реальная, да, и, ну, как будто кто-то выходит из коллектива куда-то. Ну, это не к смерти сон, от смерти ангел бы обязательно предотвратил бы, спас, да. А именно как будто переход в одиночество, в одинокую стадию, фазу в духовное развитие, в духовный рост. Из коллективного бессознательного в одиночное, божественное бессознательное.
из коллективного разума в одиночный разум, что ли так. Ну, интересно, но сон вещий. Ну, вот такая позиция номер 2. Так, смотрим третью позицию. Вы тут загадали сон. Вещи ли это сон? Давайте посмотрим. Десятка мечей. Нет, это не вещий сон. Сразу говорит нет. Я спрашиваю, вещи? Нет. Говорит нет. Давайте посмотрим, а к чему тогда такой сон. Ну, что не вещи, это точно. Пустой, не пустой. Вот как пустой он какой-то, да? Пустой. Сон, как бы как мужчина попадает под правосудие, что ли. Или под божественный суд мужчина попадает. Или человек просто едет куда-то. Тут как бы борьба идет и опускание рук. Смотрите, ситуация какова, что сон как бы предвещает все-таки, как будто для какого-то мужчины в вашей жизни переход куда-то, и как бы его как кто-то судит, или правосудие над ним идет. И отъезд, может быть, отходит в сторону человек. Вот так, вот такой сон. Как бы карма его долбит, карма этого мужчину. А вы тут ни при чем, вас это, наверное, не коснется, а коснется как человека вот другого, вот какого-то мужика коснется, из близких кто-то. Знаете вы этого человека. Карты как показывают, что ему придется в жизни побороться, столкнуться с жизненными какими-то проблемами, трудностями. Он сможет выйти победителем сначала, а потом он попадает под, ну, какой-то как правосудие, да, Верховный суд или суд по справедливости, или как бы о нем рассуждают по справедливости, принимают в его сторону некое решение. Но решение предполагает, чтобы человек ушел, уехал, перешел куда-то, как бы сделал какое-то прощание, переход. Иначе дальше ему на вот этом месте основном, остальном, да, там, где он должен быть, там, как ему кажется, нельзя оставаться. Этот человек должен уйти, и все, тут и трава не расти, да. Уйти или уехать, и задержать его нельзя. Мол, уедет, и задержать его нельзя. Вот так. Хотя попытается сначала быть сильным, победить ситуацию, но придется подвинуться, отодвинуться с этого места, с какого-то места как. Поэтому я так могу сказать, что это не совсем касается вас. Это кого-то из близких касается сон. Но вот сказать, что он вещи, нельзя, а скорее именно просто предвещает некий переход этого человека, а просто этот человек с вами энергетически как-то связан. Ну вот такая позиция номер 3. А мы переходим к 4 позиции. Наша черепашка, да? Тигровый глазик. Вещи или это был сон? 9 пентаклей. Ну, она не означает вещих снов. Она означает обычный сон. Обыденный сон какой-то. Простой сон, вот так. Не вещи, вот что в нем было, так и есть, и сбывается так один в один, а именно обыденный сон какой-то. Так, давайте его разворачивать. Но это очень хороший сон. Это как бы сон предвещает большое счастье. А во сне вам могло показаться, может быть, наоборот. Этот сон предвещает, что в жизни у вас скоро наступит настолько благодатный, счастливый, радостный период изобилия, решения денежных проблем, трудностей, спокойствия в жизни, процветания, благосостояния, богатства, хорошее здоровье, выздоровление, хорошая работа, заработок, бизнес. Вот что угодно такое, и все вместе. Счастливая семья, любовь, хорошие дети, или много детей, или просто рождение ребенка, дом свой, но где-то, как поехать куда-то, переехать придется, может быть. Жизнь меняется кардинально и в лучшую сторону. Или вы уже в этих переменах живете, а сон увидели во время перемен. Переменам это не помешает. Сон очень благоприятный, может сулить именно прибавление в семействе. Мы здесь в центре все-таки видим королеву пентаклей
с императрицей. Сон может означать как беременность, роды, так и свадьбу, да. Ну, богатство, процветание, столько пентаклей, звезда, известность, популярность, рост в жизни, социальной сфере. Это даже если вам показалось, что это был плохой сон, вещий, да, плохой и вещий, это не вещий, но хороший, и означает самое лучшее, все, что для человека можно только придумать. Расскажите по 4-й позиции, а что вы видели-то там во сне? Потому что карты настолько светлые, настолько приятные, настолько хорошие, что даже если вы увидели монстра, это не монстр, это что-то вот обратное плохому. А если увидели именно хорошее во сне, то оно предвещает еще лучшее. То есть, ну, читается как бы вами неправильно, не так, как надо бы прочитать. Карты показали победу над всеми трудностями, выход из кризиса, сильное улучшение жизни, понимаете? Даже для ваших окружающих, не только вас. Может быть, кто-то выздоровеет. Вот что-то такое светлое, чудо произойдет, как будто чудо. Как будто такое великое счастье этот сон означает. Все карты подобрались так, такой линейкой, да, что мы знаем, что это очень хороший сон. Очень счастливый сон. О самом большом каком-то вот светлом вашем жизненном периоде, о белой полосе в жизни. Поэтому я вам так скажу, что по 4-й позиции здесь даже не о чем беспокоиться, нечего бояться, если вы вдруг чего-то боялись. Понимаете? Настолько хорошие карты. Но благословите ваш сон, благословите ваш сон. И расскажите, что вам приснилось. Может, вы чего-то боитесь просто в этом сне, а на самом деле бояться-то вовсе нечего. Ну, вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал Элайф и Школа Таро Альвиены, гадания, заговоры, ритуалы Карина. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Элайф и остальные, да, и жду ваших комментариев, жду ваши сны. Я хочу, чтобы вы мне их рассказали, подумаем вместе, да. И еще, что могу тут сказать вот по этим картам, свет души. Расскажите, а вам понравились вообще вот такие карты? Я в первый раз их, по-моему, демонстрирую, по-моему, они очень хорошие. Какое у вас о них мнение? Ну вот, всем пока, до новых встреч, пишите.